Сюжет о ценах за коммунальные услуги в Киеве готов к эфиру. Это обычная многоэтажка в рядовом спальном районе столицы. Однако ее жильцы были просто шокированы, получив счета за отопление за последний месяц 2016 года. За двухкомнатную квартиру я должна была заплатить 2320 гривен. Ну, за 48 квадратов эта сумма очень большая. В феврале месяце прошлого года у нас показания счетчика 193 гигакалории. За декабрь они выставляют 400 гигакалорий. Да, они взяли период за 37 дней, но за неделю 200 гигакалорий дом никак не может взять. Неправильно снимаются показания. Почему-то за год поменялась площадь дома. Коммунальщики считают, что такая ситуация сложилась из-за того, что реальная площадь, которая отапливается в домах, больше, чем проходит по документам. Например, нелегально получают тепло заведения, расположенные на первых этажах или в подвалах зданий. Фактически за потребленное ими тепло вынуждены платить обычные жильцы дома. Кроме того, причиной завышенных счетов могут быть собственные соседи. Люди, які мають квартири, обладнані лічильниками теплової енергії, вони не завжди повідомляють Київенерго про величину показань цих приладів обліку. І приводить до того, що дійсно зростають ці платежі, причому нерівномірно всередині будинку. Работники ЖКХ советуют горожанам, не согласным с выставленными счетами за отопление, обращаться с жалобами к своему поставщику тепла. Можна офіційно звернутися повністю в цю організацію з проханням здійснити перевірку нарахування вашої присутності, і пояснення надати, і, якщо потрібно, відкоригувати це нарахування. Знов-таки треба виходити на місце і дивитися, що відбулося. По словам юристов, на жалобу жильца с требованием провести проверку и сделать перерасчет цены за тепло поставщик услуги должен ответить в течение 15 дней. Якщо йому не відповіли або відповідь є неінформаційною, він складає акт скаргу, відповідно реєструє її так само у постачальника. Якщо протягом 3 робочих днів немає відповіді на акт скаргу, після акту скарги це звернення до суду. Ми будемо супроводжувати навіть судові позови в рамках нашого проєкту. Представители многих общественных организаций уверены, что астрономические счета за отопление возникли по вине поставщиков тепла. Больше, чем календарный месяц выставлены счета, и поэтому они незаконны, все счета за декабрь. Второе. Показания счетчиков были сняты без присутствия жильцов. И вообще я берусь утверждать, что если бы прокуратура начала расследовать, то очень легко доказать, что вообще не снимались показания счетчиков. Представители антимонопольного союза в ближайшем будущем собираются открыть в каждом административном районе Киева общественные приемные, а также горячую линию для того, чтобы бесплатно помогать киевлянам добиться перерасчета счетов за тепло.